презентацию якутской чайной церемонии. Данный проект был разработан Ассоциацией гостеприимства Якутии в рамках проекта Фонда президентских грантов Российской Федерации. И сегодня мы хотим продемонстрировать вам этот проект, каким образом у нас создается новая традиция якутской чайной церемонии. И слово хочу предоставить соорганизатору проекта, руководителю АйСАР, значит, общественная организация, Александру Григорьеву. Добрый день. Тюком Булохтон. Хакалы чай хиритен тулун танган тахара хаммат холгорабо перетерен креативидение. Сегодня мы ознакомим вас с некоторыми аспектами якутской чайной церемонии. Например, в Лохтен Тангахан Кулпедитан Халата Тангахан Танхоловин Халата Петен, это было Хабан Пулура Хайдауан Такабатен интерьер. Чай битен ихитин хирин тулун хидигин хитенери вид анал остул амуттардут. Сегодня мы затронем тему одежды, церемониальной одежды якутской чайной церемонии и посуды якутской чайной церемонии, ее сакральное значение. Специально для якутской чайной церемонии был сделан этот стол, который крутится. Он имеет специальную особенность для этой чайной церемонии. Там 4 ножки и вот посуда, которая на нем стоит. Bisa tak boleh mengatakan bihin tuan kita dengan dia boleh. Kalau tuan tu yang tak yang di kultur lakukan beda di kebetulan hanan orang kebetulan tuan tentang apa tuan yang lakukan. Данный стол имеет 4 ножки, которые олицетворяют 4 ноги вот якутской лошади. И вот это тоже имеет свое сакральное значение. И он стол вот он круглый у нас, потому что все равно вот как и все якутские столы, он имеет круглую форму. И пепела она могута урку Посуда якутской чайной церемонии, вот, чаша имеет круглый дон, который был у якутской вот, древней посуды. Он от их дня, вот это день, она колорабу херим тому, но тахара габуру, тахара колорабу бихи, он чай их херим тому, колорабу битигат. Чаша имеет основу в виде цветка, где окуривают разные травы, ну, в основном компонент, который составляет полынь. Вот сейчас я знакомлю вот церемониальной одеждой якутской чайной церемонии. На груди девушки вы видите сакральный рисунок якутского мирового дерева Аллукмас. Tuohtien var, aras ilgegen var, olong ko, aras ilge wala bo, kasi yung uto ko kapolo higer o ang lukmas sumetin ko dito.
вот этот желтый цвет, который окантовал этот рисунок якутского мирового дерева, олицетворяет собой живительную влагу, которая описывается в якутском эпосе Аламко. Барбит болаларын тургат боларында хайсан боку боларады мане тектеддак болана хайдитен типчаган белети ки үйне хайда. Платье окантовано синей вот, полосой, которая олицетворяет собой реку Лена, самую главную реку Якутии, а также якутский национальный танец осокой, и который олицетворяет собой вот, живительную энергию сир, и который вот этот танец якуты, якутяне танцуют каждый год в якутском национальном празднике Исых. А весь цвет вот одежды, он как бы олицетворяет эту вахту, гүлүн идене белетиге анамлахте, колора гүлүн үйтарагас. Ола колора үйтарагас өннө, колора үйтарагас өннө болан кини вот көрдү жакта бу. Bir haka hürün культурата Цвет платья олицетворяет собой молоко, вот, молочную пищу якутов, которая составляет одно из самых, вот, наряду с мясной пищей, одно из самых вот, основных блюд якутской кухни. Вот исполнительница вот этой роли у нас в чайной церемонии называется вот термин, теперь вот этот термин придумали, кучуко. И сейчас именно в чайной церемонии еще создается вот специальное сопровождение. Она Якутская чайная церемония сопровождается игрой национального ансамбля Кылсаха. Участники ансамбля играют на национальных инструментах рымпа, а также мы видим, как чайная церемония сопровождается звуком якутского органа помуса. Составом, основой заваривания якутской чайной церемонии сейчас вас ознакомит одна из вот, ведущих идеологов якутской чайной церемонии Куяра Гучу. Надо сказать, что наша церемония начинается с началом сбора. То есть мы перед началом сбора обращаемся к духам природы с разрешением собрать травы для нашего якутского чая. И далее обращаемся к духу огня, и наша вода, она должна быть желательно талая вода, и чай, сделанный, настоянный на талой воде, будет очень вкусным. И перед церемонией, перед тем, как заварить чай, я смешиваю, вот, допустим, основа у нас осенний тигрей, чай. И смешиваю плоды
шиповника. Потом у меня идут листья черной смородины, горной. И чай получается очень ароматный. И в процессе заваривания я передаю свое состояние завариваемому чаю. То есть травы заливаю этой нашей талой водой. И надо настоять минут 5. Минут 5 надо настоять и подождать. Во время этого процесса я зажигаю арчите, либо свечки, либо траву. Но зимой можно, думаю, свечи, чтобы чай был горячим. И для очищения обряда мы используем траву полынь. И мои помощницы, девушки Кучуко, подходят и передают арчите нашим гостям. Вот. Передают, и после этого у меня идет сам процесс, да, сам процесс приготовленный чай. Сначала идет заварка, и поскольку это травяной чай, мы в этом случае не используем молоко. Вот, и девушка Кучуко подходит ко мне и передает чай гостю. И вот наш чай с благословением. Угощаем гостей. И далее гости наши при звуке рымпы, помыться, пьют чай. И процесс аромат чая, вкус чая.